Я очень богатая, я из солнечного Узбекистана. Плодородие наших башкирских земель. Ну так, женщина носит головной убор такой. А мне же простительно 50% скидки. Я русский. Хаумагат, кадрлы достар! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ильяс Батыргариев, и сегодня вся республика отмечает День национального костюма. Праздник молодой, проводит его 2 раза в год. По указу Радия Хабирова мы отмечаем его в 3-ю пятницу апреля и 2-ю пятницу сентября. В Башкортостане в дружбе живут более 160 национальностей. И поверьте, у каждого народа есть что рассказать про свой национальный костюм. Сегодня я и Дом дружбы народов Республики Башкортостан вместе с вами зададим вопросы нашим участникам. В чем главная фишка твоего костюма? Что из этого получится, мне самому очень интересно. Мы начинаем. Аваны, меня зовут Анастасия, я представляю чувашскую национальность. Исәнмесез. Минем исемем Фәнзилә. Мин татар. Дети бурреш гажаны шьёсно куноос. Монтуш шум потышка теледыстон этатын помитаны. Я Ольга Ахмедзянова, представительница удмуртской национальности. Шалом, Алексей, по национальности еврей. Ассаламу алейкум. Меня зовут Сайора. Я из солнечного Узбекистана. Город Кечелиже. Меня зовут Анастасия. По национальности я Марика. Хаумхагат. Меня зовут Камила. Я башкирка. Хош көрдік, достар. Меня зовут Камиля. Я представительница казахского народа. Саламатсыз здоровья. Меня зовут Мадина. Я представительница кыргызского народа. Шум врачи, вечки викс, оят. Меня зовут Александрова Юлия, и я представляю мордовский народ. Доброго времени суток, меня зовут Артем, я русский. Весь удмуртский костюм увешан серебряными монетами. И это означает, что я очень богатая. И, конечно же, во-вторых, это защита народа. Головной убор манлай тоже состоит из серебряных монет. И, как шутила бабушка, он зимой защищает от холода, а уже летом от жары. Масмак – чувашская девичья налобная повязка. Вышита на ней орнамент крестообразный в виде символа солнца, а также ромбов. Откуда произошло это название? По чувашской легенде, девочка по имени Масмак, увидев радугу после дождя, вышила на холсте красными, синими, желтыми и зелеными нитками красивые узоры, похожие на радугу. С этого дня вышитую повязку стали в народе называть масмак. Красные узоры символизировали движение светил и круговорот жизни. Благодаря сочетанию нитей достигался эффект мерцания. Среди женских головных уборов, популярных у татарского народа, является, конечно же, колфак. Обычно его украшают бисером, нитями из серебра или золота. Традиционный татарский костюм не мог считаться полным без него. У евреев, если так взять, у женщин это вечернее платье, если проще говорить, и украшения. А у мужчин это кипа, жилетка, цицин под рубашкой. Кипа, она вот такой вот формы, она любого цвета, может быть, любого цвета, и на кипе звезда и Давида, может быть, это уже на выбор, кто ее одевает. Обратите внимание на мою тюбетейку. В Узбекистане у каждого региона есть своя отличительная черта характера. Например, у меня тюбетейка ферганская, то есть вышивка вышита крестиками. Незамужние девушки носят тюбетейку, а замужние девушки носят уже платок. Белый цвет у Мари
Издревле цвет сакральный, благостный, надеваемый лишь в особых случаях, в молельную рощу на праздники. Красный же цвет наделяет наряд защитными функциями, используется как оберег. Мой наряд – это сценический современный наряд незамужней Марики, который знает и чтит свои традиции. Башкирские костюмы отличаются своим многообразием цветов. Это ярко-красный, зеленый цвет. На мне зеленый цвета платья обозначает словно весна, цветение, вдохновение и покорение новых вершин. А коричневый цвет Елены обозначает плодородие земель нашей республики. Бырык – это традиционный казахский головной убор. Он украшается жемчугом, стразами, либо же казахскими орнаментами. Также у него есть перья благородных птиц, такие как филиана, сова и так далее. Основной элемент, конечно же, кроме орнаментов и рисунков цветовой гаммы, является сам пояс, потому что раньше его нельзя было снимать. Это кто-то говорил, что это принесет несчастье, горе в семью, ну и, в принципе, на пути в жизни. Снимали только в единственные моменты, когда шли в бой. Кыргызские узоры отражают определенные события, энергию, место, вид и мотив. Наш орнамент представляют ромбовидные фигуры и восьмиконечная звезда. Ромбовидные фигуры, такие как квадрат, ромб, они означают плодородие, богатство, а восьмиконечная звезда символизирует солнце. Голова кружится от такого большого количества красоты. Вместе с вами за пару минут мы погрузились в культуру 11 народов Башкортостана. Мы разные, но любовь к своим обычаям и патриотизм нас объединяет. Пусть это будет маленьким вкладом в дружбу наших народов, а вам поводом для изучения традиций и обычаев наших предков. И самое главное, не забывайте, что в Башкортостане бед берге, мы вместе. Спасибо за внимание. Пока-пока.